Наконец-то, блин. Пипец. Вот это он мучал меня конкретно. Конечно же, сразу вовремя не заметишь. Там, оказывается, сидели кряквы крупные. Осенние такие, жирные, хорошие. И каждый кустик, я вообще не пропускаю этот кустик. Никогда. Полезные. Третий еще был. Он втихаря под шумок там ускользнул. А потом надоело сюда, блин, лодку тащить. Фу, это занятие. Зачес остался, вон он. Это же интересно все. Какой был человек, как охотился, как жил. Вот это гонялся за ним, блин. Подкрадывался. Очень долго. Все взлетал, улетал, взлетал, улетал. Наконец-то увидел я его. И так он был на взводе, уже вот-вот должен был взлететь. Где-то еще один. Уху, вот это да, вот это рябчик. Вот это рябчик, да. Действительно. Где-то еще один. Не понял, вдруг взлетел, сел, кто куда. Я же говорил, то тут двое были. Перелетел буквально с одного дерева на другое и проморгал. Прям над головой где-то. Так. Где-то вот тут у нас. Вон он, вижу. Тоже самочка. Молодая. Она к зиме еще не готова, точно. Так что заморозки еще, наверное, не будут пока. Куда он второй-то перелетел? С одного дерева на другое. Надо посмотреть.
Под выстрел сел. Вон он сидит. Вон он. Советка. Вижу на заветка. Самочка. За ветками сидит. О, блядь. Я перешел куда-то не туда. В гущу леса зашел. Самочка бесится там. Куда-то перелетел, непонятно куда. Не вижу я его, ребята. И подходить трудно здесь.
Он не подойдет. Он уже понял. Где же ты? Увидел и спрятался снова. Где же ты, ё-моё? Ёп твою, вон же он, ё-моё. Ой, блядь, как неудобно. Он или не он? Ну вот, наконец-то, блин. Пипец. Вот это он мучал меня конкретно. Наверное, весь процесс охоты я это выложу, блин. Как все происходило. Сколько времени я потратил на одного рябчика. Ай, блин. Но четко. Все четко получилось. Надеюсь, все заснял важно. Так. Хорошее попадание насквозь. Ну, в грудину я целился, вот тут выход. И прямо пуля в дерево вошла. Вот такой рябчик, ребят. Интересная охота получилась. Очень интересная. Прям самому понравилось, сколько я его манил, переманил с другого берега. И удалось подстрелить. Самое главное, попали мы в него. Бывает, там в упор тоже стреляешь, но это недалеко.
Расстояние-то 25 метров от силы. Но все равно надо попасть. Руки-то трясутся. Вот так вот. С оптикой легче прицеливаться. Намного, конечно. Там на другом берегу штуки 3 еще осталось. Вон там. Прям сюда, на поворот они подошли, но переходить они не станут. Все. Пенный ручей. Я его так назвал. Потому что бывают года, тут очень много пены. Но в этом году воды мало идет. Но все равно такой шумный пенный ручей. Только шумный. Прилично уже прошел пустую, пока рябчиков не видать. Замолкли куда-то, исчезли. Так, идем дальше. Сейчас прошел недавно я озеро. Вдоль озера прошел. И, конечно же, сразу вовремя не заметишь. Там, оказывается, сидели кряквы крупные. Осенние такие, жирные, хорошие. И ну, штук 6-7, наверное, было. Сперва основная партия улетела. Потом еще одна штука оставалась, он тоже улетел. Лодка идет. Что за шум я услышал? Кто-то спускается, видимо. Бесшумно так. Да. Кто это может быть? Две собаки. Черная лодка. Не узнал, кто это. С двумя собаками. Одна старая собака и вторая. Не знаю. Гладиатор мотор 9.8, наверное, или 9.9. Все. Сматывают удочки, уже некоторые уезжают домой. Фу, я просто вот увидел его, я даже из шума мотора вовремя не услышал, собаку увидел. Вот здесь низина от ручья. Вот так вот. Я уже на другом берегу, между прочим, я перешел на лодке. И направляюсь к тем рябчикам, к тем последнего, наверное, подстрелил. Там на другом берегу оставалось штук 4-5. Вот еще туда схожу. Это недалеко. Примерно еще от силы 1,5 километра. Вот еще на сегодня буду охоту заканчивать. Спецовка. Мне вот интересно, кто это был. Любопытный я такой, блин. Без упора не решился выстрелить. Блин. Хотел с упора. С руки мог и не попасть. Короче, улетел. Все, шанс был, шанса нету. Идем дальше. Не сразу заметил. Я думал за этим елком на березе где-то. А он, оказывается, тут.
Взлетел очередной рябчик. Куда-то сел. Вон второй. Его вижу. Хорошо вижу. Вон он. Попал. Этого попал. Да. Еще тут. Где-то тут. Вон он. За ветками. Похоже, попал, но непонятно, упал или нет. Будем искать. Тут еще один. Такс. Вон один живой. Второй у нас, если что, подальше. Этот живой. Заклинило, блин. Где-то еще он. Туда сходим должен. Я, в принципе, вроде как попал. Поищу. А может, и улетел. Похоже, я ошибся, ребят. Видать, я не попал. Если б точно, 100% был уверен в том, что птица от как-то вниз пошла, упала. Я просто не видел и не слышал. Тоже, блин. Я только слышал звук пули, как будто попал. Вот звук. Но этот звук может быть от ветки такой. Трудно искать тех, кого ты ориентировочно не знаешь, куда мог упасть. Приблизительно, если бы знать. Да. Пустоту я ищу. Это я ищу пустоту. Нету никого. Так. Короче, возвращаюсь. Облачно становится вон там тучи. Блин, такие тучи, что в принципе ветер оттуда идет. Я не нашел, ребят, рябчиков. Рябчика-то есть. А вот витамины нашел, вон она. Сочные, сочные сейчас они. И каждый кустик, я вообще не пропускаю этот кустик. Никогда. Полезные шиповники.
выпадают, потому что они переспелые уже. Видно, что медведи тоже кормились. Но их нету пока. Свежих следов помета я за эти дни вообще еще не видел. Но и не хочется, чтобы я видел. Может, они уже готовятся к лёжке. Берлогу уже готовят. Поэтому уже поэтому уже они где-нибудь там, где они будут зимовать, так скажем. Ну вот. Короче, зачем я шел, то и нашел. Я сюда как бы к этим рябчикам пришел. Они здесь и оказались. Блин, такое страшное место. Как смотришь, дальше 20 метров ни хрена не видно. Кругом подсад, такая трава. Но лоси это любят. Это рай для них. Рябина есть, кормовая база, вон он. Ломали когда-то, кормились очень-очень давно. Так, фиг с ним. Фу-фу. Так, все, надо успокоиться и смириться. Это уже бесполезно искать. Нету его там. Вон какие выворотни. Ветер могуч. Ломают все подряд. Темная ночь, только пули свистят по степи. Та-на-на-на. Так, первый здесь у меня лежал. Второй вон там где-то был. Не, бесполезно там. Улетел. Прилетел. Третий еще был. Он втихаря под шумок там ускользнул. Может, побежал. Я не услышал взлета, ничего. Вот так вот. Видели, по каким местам ходит Олег? Какая глушь, блин. Так, хорошо, что солнце есть для ориентира. Здесь надо передохнуть. Передохнем. Опа. Озеро хорошее. На дне вот такие бревна лежат. Сетку закинул, там можно сразу забыть про него. Тут караси водятся. Плотва попадалась. Щуку вот не помню. Высохло озеро в этом году. И верьте, не верьте, один раз попадалась хариус. Как он тут оказался? Видимо, по большой воде он зашел и остался. Уровень реки ушла, вот озеро закрылось, устье озера. И хариус такой был тоже. На сетки попадал. А потом надоело сюда, блин, лодку тащить. Фу, это занятие. Вообще рыбалка как-то не очень так и тянет меня. Охота более-менее там
пострелял. Идешь, все время идешь. Ну и рыбалка, в принципе, когда ловится, тоже свежая рыба хорошая, она вкусная. Ого, сломалась, да. Ай. Тоже какое большое дерево. Так гниют и падают со временем. Так посмотришь, вот все это, все до единого, до последнего, рано или поздно, один за другим, когда-то все равно сгниют, свалятся там. Что-то срубят, что-то, еще что-то случится. Но каждому, как и человек, когда вот, скажем, умирает, каждый человек также вот умирает, каждое живое дерево также вот, вроде кустарник, только начинает расти. Но все равно у него будет конец этой жизни. Или лось съест, или же, сломается, или сгниет, или же ветром повалит. Или же придет время, он сам по себе постареет, высохнет и свалится. Это ничего такого нету, вот, скажем, вечного. И вот я смотрю тоже, бывает, ну, вот когда ты идешь, просто идешь, по тайге вот охотишься. Вот когда я иду, охочусь, и тоже бывает, смотрю на все это, и вот дерево, вот смотри, вот это уже свалилось. Посмотришь там под слоем земли, вон там, видно, что тоже может, за 30 сантиметров под землей там тоже уже сгнило дерево. Всю жизнь, веками вот все это падает. Там сколько, вон, сплошь и рядом вот, повалено деревья. И думаю, что, человек живет там, и он умирает, а дерево вот остается. Он остается и дальше будет там цвести, жить. А оказывается, все не так. Ничего вечного нету, все рано или поздно. И это дерево умрет, упадет. Вот так вот. Интересно так. Много чего интересного, конечно же, в тайге видишь, смотришь, видишь. Птицы, вот тоже этот дятел поет, стучит по дереву, всю жизнь долбит. В один прекрасный день просто у него сердце становится и вот так вот. Ну что, отдохнули, поговорили, пофилософствовали, так скажем. Просто интересно вот мне, вот, просто я как бы наблюдаю вот все за всем этим, вот, за этими деревьями. И вот бывает, идешь там, но вот не надо далеко уходить. Если вот посмотреть, вот смотрите, сколько деревьев сломанных. Вон там вот лежит, вот дерево лежит. Он уже, сколько лет он уже там лежит. Там тоже бугорки, что под бугорками, там тоже дерево. И не просто вот так вопрос задают, что вот живое дерево больше или же уже упавших деревьев больше. Конечно же, упавших намного больше, чем стоящих деревьев. Потому что веками уже, тысячелетиями, сколько деревьев выпало. Вот зачес, вот если посмотреть зачес. Кто-то ведь делал этот зачес. Проходил человек, охотился тут. Зачес остался, вон он. Это же интересно все.
какой был человек, как охотился, как жил. Ну, где-то вот туда тропинка шла, видимо. Но смотрите, чтобы туда идти, что нас ожидает. Видно тропа. Значит, промысловая тропинка тут была. А после него, вот смотрите, сколько деревьев выпало. Страшно подумать. Очень тяжело ходить по таким местам, очень. Обходишь вот такие вот деревья, обходишь. И вот вроде напрямик, скажем, километр. А ты проходишь километр 300. 300 метров лишние ты проходишь. Не знаю, вам это интересно, нет, вот что я говорю, но хочется поговорить, что поделаешь. Долго уже молчал. Я обычно много говорю в фильмах. А в этом фильме, в принципе, минимум. Я болтаю. Вот так вот ветер поднимается. Ну, сейчас еще чуток отдохну и обратно в избу. А мне еще тащиться, будь здоров. У собаки сегодня выходной. Завтра погуляет. Вот так.